Первый вопрос. Когда человек попадает в такую ситуацию, где человеку плохо, где человек потерял свое сознание, основной вопрос, который вам приходит в голову, как вы думаете, что это? Что мне делать? Спирт. Да. Что мне делать? Некоторые люди просто теряют, попадают в панику, не знают, что им делать, как ему помочь. И если они сами себе задают вопрос, если я им помогу, смогу ли я помочь ему правильно или нет. Поэтому я выбрал тему актуальную, что во всяком случае, то есть в любом месте может произойти вот такая несчастный случай, когда человеку становится плохо, или нашим клиентам, когда мы сидим на фронте, может вдруг он потеряет сознание, упадет. Первая помощь при экстренных ситуациях. Зачем нужно уметь оказывать первую помощь? Чтобы не стать пациентом. Да. По статистике 90% погибших людей, их можно было спасти, если бы им была бы оказана первая медицинская помощь. Теперь представьте, 90% людей, которые умерли, их можно было бы спасти, если бы каждый человек мог хоть знать базовые навыки оказания первой помощи. Еще кое-что нюанс я расскажу. То есть у меня здесь 46 слайдов, их очень много, поэтому я немного буду быстрее, чтобы все успели там пойти на работу. Факторы неоказания первой помощи. Какие факторы могут быть? То есть какие факторы? Да, боязнь, незнание. Так, что мне делать? Кто-нибудь знает, вот попал кто-нибудь в такую ситуацию, что перед ним человек упал, и он начал ему помогать? Можете кто-нибудь рассказать? Вот коротко. Ну, был случай, когда родственница, она упала в обморок, и я не знала, что делать. Как бы я испугалась реально. Вы испугались? И паника была. Да, и паника была. Хорошо. Вот. Что мне делать? Человек не знает, что ему делать. Почему именно я? Да. Почему именно я осталась? Почему именно я? Когда люди в толпе, кто-нибудь падает, все ждут, что кто-то придет, ему поможет. Но никто первым не делает шаг иногда. Вот часто такое бывает. Что если я окажу помощь не так? Что если я не знаю, как ему помочь? Что если я ему мақсад зиён мерасонам? Я по-таджикски, по-русски буду говорить. Зиён мерасонам, яке охираташ мешад ки ман ёрдам дода наметонам ва мара ба ҷавобгарӣ мекашанд вақте ки ягон чӣ мешавад. Для того, чтобы помочь человеку, первым нужно быть сначала физически подготовленным. И физически, и морально, и психологически нужно быть подготовленным. Чтобы заниматься физкультурой, чтобы когда делать массаж сердца, питайтесь правильно и ведите здоровый образ жизни. Ну, под словом ведите образ здоровой жизни, не курить. Да, разные плохие привычки. Подождите. Давайте разберем один кейс. Что делать в критической ситуации? Что случилось? Упал человек, он потерял сознание. Да, упал человек, он потерял сознание. Мне ничего не угрожает. Например, вам ничего не угрожает, да? Когда человек, он рядом просто упал, а вы просто стоите, но вам ничего не угрожает. Вроде нет. Что делать в этом случае? Самое главное – обеспечить ему безопасность. Обеспечить безопасность пострадавшему человеку, проверить сознание, пульс, дыхание и срочно вызвать скорую. Когда вы не знаете, как ему помочь, вы просто делаете вот самое главное – обеспечить безопасность, проверить сознание, пульс и вызовите скорую. Если не знаете, как ему помочь, лучше не делайте. Насчет убедиться вам, что ничего не угрожает. Вот во фронте, например, мизоджи мухтарим мояки галтит. Рядом столик ягон, эксперт ба йоки паре лестница ба. Первым делом вы должны просто его отнести в такое место, чтобы, да, в сторонку, открытое место, чтобы ему ничего не угрожало, и вам тоже не угрожало. Когда человек упал, что мы делаем? Как мы проверяем признаки жизни? Основное, чтобы проверить признаки жизни, есть реакция зрачков на свет. Если у вас в руках фонарик, да, или телефон, фонарик от телефона, или телефон,
Когда человек теряет сознание, вы можете преподнести ему свет. Видите вот такое состояние? Зрачки человека, когда наносим свет, зрачки суживаются. И это это доказывает, что человек, он жив, ему нужно помочь. Да. Сознание. Как вы, проверяете сознание? Кто-нибудь знает? Нет, пульс последующий. Нет, не надо, задан не надо, никогда не надо задан. Не надо заставить человека, чтобы он проснулся. Чтобы понять сознание, просто обхватывайте руками его плечо и просто немного встряхните. Задайте какой-нибудь вопрос. Вам помочь, вам что-нибудь сделать или принести что-нибудь. Если он придет в сознание, значит все нормально. Вот насчет дыхания. Как проверить дыхание? Идеи? Послушать. Да, послушать. Еще можно телефон носить. Чтобы это тоже идея. В основном, как я уже сказал, нужно послушать его дыхание, приближаться вот как-то максимум нос и рту и услышать, как он дышит или нет. И еще можно понять, что грудная клетка у него, двигается, да? Насчет пульса. Все знают, где сонная артерия, да? Это в фильмах. Ну да, это фильм, но на самом деле тоже все, кто-нибудь попробуйте, вот 2 подушки и ручки отнесите к сонной артерии, там есть пульсация. Если у человека есть пульсация, значит он жив, ему нужно помочь. Признаки жизни есть. А теперь, да, руками тоже можно. Там, где поток крови, то есть там есть пульсация, и там можно понять, что человек, сердце бьется. Теперь разберем, приходим к основному, к базовым навыкам оказания первой помощи. Упал человек, вы сейчас поняли, как понять признаки жизни. А теперь сделаем так, чтобы вы начали уже помогать ему. Как ему помочь? Что делать? Первое. Давайте задам вопрос. Почему человек умирает? Идеи? Мозг умирает. Кровь не поступает. Да. Сердце не работает. И легкие тоже не работают. Когда человек не может дышать, естественно, базовые навыки оказания первой помощи. На первом строке у нас искусственная вентиляция легких. Что такое искусственная вентиляция легких? То есть это простое, необходимое каждому знание, чтобы... искусственная вентиляция легких, да. Нет, массаж это после потом. Это да. Искусственная вентиляция легких это введение воздуха в дыхательные пути человека с целью восстановления естественной вентиляции легких. Когда человеку трудно дышать, он не может дышать, мы ему даем дополнительный воздух. Наиболее эффективным при оказании первой помощи не специалистам, то есть если так брать, нас, если кроме меня, медиков. Медики, на самом деле, они специалисты насчет, чтобы помочь первой помощи. Считается искусственное дыхание рот в рот и рот в нос. Да. Как мы делаем, искусственное дыхание рот в рот? Когда человек упал. Ситуация такая. Человек, автомобильная авария. Если вы идете, вдруг автомобильная авария, человек в машине разбился, требует искусственной вентиляции легких. Происшествие на воде. Человек утонул. Удар током и другие происшествия, когда могут произойти. Как обычно, проверяем сознание, проверяем дыхание, пульс. Смотрите, когда у человека нету сознания, нету дыхания, а если есть пульс, то мы начинаем уже делать искусственную вентиляцию легких. Мы знаем, что человек жив, но он просто не дышит. В этом деле, мы начинаем уже делать искусственную вентиляцию легких. Техника искусственной вентиляции легких. Первое. Удалите из полости рта слизь, кровь и инородные предметы. Сначала обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей. К верхним дыхательным путям относятся нос, рот. Когда человеку уже
плохо, проверяем вот эти верхние дыхательные пути, переворачиваем на бок человека. Почему мы переворачиваем на бок человека? У вас есть идеи? Да, чтобы он не задохнулся. После того, как очищаем, используя слизь и народные предметы, еще проверяем носовые ходы. Нету там инородных тел. Если есть, мы просто все вытаскиваем, очищаем. После запрокиньте голову пострадавшего. Держа руками шею, то есть вот пострадавшего, запрокинем его голову назад. После удерживаем шею одной рукой. То есть, когда у человека вот такая ситуация, когда он попадает в несчастный случай, у него с позвоночником повреждения, никогда не стоит менять позицию человека до прихода медиков. Это самое главное. И после как запрокинули в голову пострадавшего назад, начинаем сначала вдыхаем воздух, вдыхаем сильно воздух, держим одной рукой нос человека, то есть вот получается, нос закрываем или как? мы закрываем нос, да, мы закрываем нос, и вот воздух, который мы, то есть вдыхали, да, первые 5-10 выдохов должны быть быстрыми, то есть мы уже выдох делаем внутрь, то есть человека. Первые 5-10 выдохов должны быть быстрыми, за 20-30 секунд до этого. Потом затем 19-15 выдохов в 1 минуту. Смотрите, искусственная вентиляция рот в рот, в основном, если у вас рядом еще один человек, который должен вам помогать, производится то есть совместно с непрямым массажем сердца. Один человек делает массаж сердца, другой делает искусственную вентиляцию легких. Если человеку на самом деле нет пульса и он не дышит. Ну, насчет демонстрации не будем. Кто-нибудь что-нибудь понял? Искусственная вентиляция легких. Насчет позвоночника, как понять повреждение? Насчет, как у него позвоночник поврежден, да? Поврежден позвоночник, двигать не стоит. Вот как понять, Еще есть давление, да? Когда у него давление. Я говорю, вы сказали, что если позвоночник поврежден, не нужно его двигать. Да, его не нужно двигать. Как понять, что у него поврежден позвоночник? Смотрите, если вот, например, в основном, когда вот в толпе человек падает, он падает задом или вперед, или просто боком падает, да? Эта тема насчет не подвинуть человека, если у него сломан позвоночник, относится, по-моему, к тем автокатастрофам, если падение с большой высоты, да, от характера вот несчастного случая видится, что еще человек, он просто не может двигаться, у него такое состояние, что один шаг, и у него уже начинается боль, нервные все эти нейроны, боль уже понимает, что у человека позвоночник. Искусственная вентиляция легких, все поняли, да? Вторая наша, то есть оказание базовой навык оказания помощи, это непрямой массаж сердца. Смотрите, да, непрямой массаж сердца, потому что мы, то есть действуем человека не прямо через грудину, мы действуем на сердце человека. Непрямой массаж сердца. Что это такое? Это компрессия грудной клетки, это то есть сжатие мышц между грудиной и позвонком в целях поддержания кровообращения человека. То есть, когда кровообращение не происходит, сердце останавливается, клапаны не работают. В этом, то есть, сердце останавливается, и мы должны, то есть, применить непрямой массаж сердца. Слушайте, когда человек жив, когда он с вами просто играет, никогда не делайте ему прямой массаж сердца. Давайте я сделаю тебе просто прямой массаж сердца. Когда он жив, он здоров. Что будет? Мы просто будем дальше, когда человек, он просто, как вам сказать, как вам объяснить? Здоровый человеку дайте ему таблетку от... Он здоров, дайте ему таблетку так, шхалюгу. Одами нагзба, ягон корики. Да. Нет, я сейчас вам скажу, какие точки нужно сделать. Проверяем сознание, когда человек упал, мы снова начинаем. Первое наше дело – это проверять сознание. Сознания у человека нету. Дыхания тоже нету.
пульса тоже нету. Сразу здесь мы уже то есть делаем непрямой массаж сердца, потому что пульса нету, дыхания нету и сознания. Техника непрямого массажа сердца. Смотрите. Где мой листок? Да. Чтобы восстановить кровообращение, то есть мы нажимаем на грудную клетку. В какую область? Вот это грудина. В конце, если вы все почувствуете, нажмите, там есть мочевой отросток. Такой мелкий, да? Это называется мочевой отросток. Смотрите, вот. Ключица, грудина, вот это мочевой отросток. Вот здесь диафрагма. Диафрагма – это то место, которое отделяет брюшную полость от грудной. Понимаете, да? Сердце, легкие, отделяет от желудка, кишечника и все такое. Вот это мочевой отросток. Если все почувствуете, мочевой отросток. От этого мочевого отростка 2 сантиметра кверху. 2 сантиметра кверху. 2 сантиметра кверху. Это точка компрессии. Вот это называется точка компрессии. Вот туда мы кладем ладонь. Кладем ладонь, одну руку. Другую руку прижимаем и осуществляем ритмичные толчки грудной клетки. Смотрите, грудной клетки, ритмичные толчки. Не надо вот только рукой. Нужно весом. Но смотрите, чтобы грудина не сломалась и ребра не сломались. Когда вот осуществляем ритмичные толчки грудной клетки. То есть спасатель в основном стоит на боку человека, и он делает ритмичные толчки. Обязательно чередуем 2 вдоха с 30 компрессиями. Как я сказал, чтобы делать вот это дело, нужен еще 1 человек, чтобы он сделал искусственную вентиляцию легких. Техника непрямого массажа сердца. Если человек находится в таком состоянии, когда он упал, например, на машине, на диване или где-то он просто потерял сознание, у него нет пульса, мы обязательно его перенесем на пол, на свободное место, на свежий, то есть воздух. Демонстрация. Демонстрацию показать. Да, базовый, то есть непрямой массаж сердца. Есть? Давайте вопрос. Есть вопросы? Или ничего не узнали, или все знали. Кстати. Остановка кровотечения. Как вы думаете, какие причины могут быть, что у человека есть кровотечение? Вот. Порез. Да. Из носа он просто разрыв капилляров, просто идет, да, кровь, кровотечение идет. Почему человек умирает? Легкие не работают, легкие работают, да, извините. Легкие работают нормально, сердце работает, мозг умирает, кровь не поступает. Когда кровь не поступает, мозг умирает. Кровообращения нет в мозге. Что такое остановка кровотечения? Это меры направлены на остановку потери крови. То есть при этом речь идет о наружном кровотечении. Чтобы останавливать наружное кровотечение. Есть внутреннее кровотечение и есть наружное кровотечение. Наружное кровотечение, как я уже сказал, порез. То есть какая-то автокатастрофа, что может быть, то есть порезать бедро, руки, шею, куда угодно, если несчастный случай. Так, в зависимости от кровотечения, вот видите, вот это капиллярное кровотечение. Это венозное, это артериальное кровотечение. Я сейчас расскажу, вот какие разницы между капиллярным, венозным и артериальным. Да. Первая помощь при капиллярном кровотечении. По-моему, у всех в жизни когда-нибудь было капиллярное кровотечение. Просто порезали руку, сами обрабатывали или просто и все, да? Обеззараживать рану, наложить чистую повязку, лучше марлевую. Капиллярное кровотечение в основном через 5-6 минут оно само уже, то есть лахта мешат. Лахта мешат, по-медицински лахта мешат, заживает быстро. К этому в основном, то есть способствуют клетки фибриноген в организме. Так, как я сказал, капиллярное кровотечение, разница между капиллярным, венозным и артериальным. Смотрите,
в основном для артериального кровотечения характерно артериальное кровотечение. Это самое жесткое, самое худшее. То есть кровь идет очень быстро, пульсацией. Его нужно остановить только при, знаете как, надавить, очень сильно надавить на то место, выше его места, чтобы кровь вот в эту сторону не пришло. Если так сказать, артериальный ранги шланг обмеброд, да, ранги шланг хуннера. Артерии, вены, да. Венозный. Разница между... А теперь венозное кровотечение, то есть, да, венозное кровотечение. Шакар. Народная медицина, да? Хорошо. Давайте сначала вот скажу, как нам понять, что у человека кровопотеря, кровотечение идет. Резкая общая слабость. Резкая общая слабость у человека, то есть еще у него чувство жажды, человеку очень плохо, ему хочется только пить, он бледен. Вот это, то есть самые основные, то есть причины кровотечения. Первая помощь при венозном кровотечении. Венозное кровотечение, то есть здесь кровь идет струей, частями, то есть как вам объяснить? Смотрите, хун мебиот, вахти шума ягомбур агар мисол дастотуна буридаги боша нагар, амин дастатун именно джоивая набурену или хуна хили омадан мегират без остановка, бади камтар бухудаш вай мешат, соз мешат. Если мы, вот это называется, да, что делать при венозном кровотечении? Если агар не даст бошат, просто можем поднять. Если вот это бедро или вот на точке нижней конечности, поднять поврежденную конечность вверх, наложить на рану давящую повязку. Мы давим. На место кровотечения мы давим, чтобы, то есть хоть как-нибудь остановить кровотечение. Для этого нам просто поможет, у каждого есть галстук, ремень, носки или просто носовой платок. Обморок. По-моему, у всех было, все знают такую ситуацию, что человек просто теряется в обморок. В основном девушки больше, по-моему, попадают в обморок, да? Не знаю зачем. Из-за слабости, да? Основные причины обморока. В каких случаях человек попадает в обморок? Духота и другие. Например, мне сейчас душно, реально, мне душно. Я сейчас могу попасть в обморок. Или духота, волнение и испуг. Когда человек очень сильно волнуется, он обязательно, то есть не обязательно, он может попасть в состояние обморока, да. Или испуг. Когда человек сильно пугается, он тоже может попасть в обморок. А что такое само слово обморок? То есть это недолговременная потеря сознания на фоне недостатка, то есть обмена веществ в мозге. Просто мозг отключается на короткое время. Дайте мне отдыхать хоть 2-3-5 секунд. Просто мозг отключается, и человек попадает в обморок. То есть как нужно помочь? Первая помощь, которой нужно помочь человеку, который попал в обморок. То есть держим человека. Когда вы видите, что человек уже начинает терять сознание, первым делом мы держим человека, чтобы он не упал, и у него еще повреждений больше не было. Второе, то есть поднимаем пострадавшего повыше ноги. Ноги поднимаем пострадавшего. Или укладываем какую-нибудь подушку или что. Если нету подушки, просто поднимаем ноги. Есть стул, да. Растягиваем тесную одежду. Мы его полностью не... Либо шинами качаем. Просто джойки вай хастай, курташа мисол, камтар растягиваем, чтобы воздух чистый был. То есть обеспечиваем приток свежего воздуха, холодного. Здесь нету, я просто буду рассказывать. О, боже мой, извините. Дальше. То есть признаки и симптомы, которые человек попадает в обморок. То есть дурнота, у него бледность кожи, слабость, зрачки человека расширены, еще медленно опускается на землю. Он медленно просто закрывает глаза и опускает на землю. Вот это состояние обморок. Когда мы укладываем человека, поднимаем ноги, просто встряхнем его и вопросы задаем.
что не нужно делать человека, когда он попал в обморок. Не нужно его поднимать вертикально. То есть не надо его, как сказать, не брызгать водой. Не надо пощечину дать сильно. Эй, проснись, что с тобой? Встань, ты мужик, давай. Не надо так делать. Это очень, то есть это, в общем, запрещено. Да, ты сможешь, встань, не надо так делать. Вот что не нужно делать в основном. То есть человек, который попал в обморок. То есть что делать дальше? У нас еще время есть. Что делать дальше? То есть обеспечим покой человеку. То есть укладываем его в хорошее место, обеспечим ему покой. То есть даем ему что-то сладкое, чай, чтобы он пришел в себя. В основном, если так думать, если так говорить, на фоне недостатка глюкозы, когда глюкозы в организме не хватает, уже начинает голодание организма, то есть мозговое голодание. Даем ему ханчой, шакарчой, или, да, чтобы он немного пришел в себя. Снова не работает. Это моя вина. То есть помощь при обмороке, хоть если базовые немножко узнали, что нужно делать, теперь, самое главное, поперхивание. То есть что случается? Вот после акции все рады, что у нас скоро будет тимбилдинг, все собираемся куда-то пойти, поесть, покушать. Все сидим, кушаем, кто-то кушает мясо, что-то больше там, в большем порции кушает. Да, у кого-то вдруг застряло, и он не может дышать. Какие есть идеи? Вот что вы сделаете, когда человек... Я вот, например, в кухне сижу, кто-то пришел, со мной покушал, и у меня там что-то застряло. Что вы делаете? Айкафош мезанан. Шапалохка мезанан. Какая луве? Нужно надавить, чтобы... Да. Еще? Хатмекнем? Мезанем, а? Хорошо. Воду? Хорошо. Да, как сказал Акей Улугбек, мекапем зермекном, это называется прием Геймлиха. В медицине это называют прием Геймлиха. Да. Что в этом делается? Обходите его перед тем. Вот, кто сказал, что просто пушташта мезанем? Насим тоже сказал. Перед тем, как просто человек вот в такое состояние попал, расскажу вам одну историю с моим родственником. Нам было, по-моему, не знаю, 4 или 5 лет. Меня там не было, мне просто рассказали эту ситуацию. Мой двоюродный брат, Тагубачав, они дома сидят, они вместе кушают, он канди софетаску, круглый полностью, он просто берет, дахнаш мекнат, бачим айда, хул мекнат. Что происходит в этом случае? Дар мемунат, рангаш кабуд мешат, уже воздух не проходит, не может дышать. Дадаш айташ комекнан. Пушташ что мезананки наме броят. Амха мезанан наме броят. Бачим айда почкаш ме капан, эмхеле ме бардуран. Ме так куран, что мезанан, когда человек боится, когда он в панике, что сейчас потеряет своего сына, он может на любой пойти. Ме града почкаш не мера нахкана, ме града почкаш ме так куран мезанан. Такой силой мезананки кан бромода мерабат. Да, поэтому канда бутун нахурет. Да. Это метод неправильный, да? Когда... Нет, авал просто пушаш на мезанем. Сахтар мезанем, чтобы человек, если это возможно, мы брод вахудаш, чизаки дарму дегай, да, с легким способом. Если уже не получается, то есть он снова не дышит, то есть ему плохо дышать, он не может, вот в этом случае, то есть сначала делаем первые 5 резких ударов, чтобы это вышло. Если нет, вот потом делаем, как сказал, прием геймлиха. Пупок, выше пупка, обхватываем человека одной рукой. Сначала вот кулаком одну вот обхватываем, другой рукой держим за другую руку. Смотрите, чтобы вы... Самое главное, мышка есть, да? Вот мышка покажу, посмотрите. Вот как я там
Нет, давайте просто покажу. Вот здесь диафрагма. А вот это, то есть грудина. Когда мы обхватываем человека, если мы чуть повыше будем обхватывать и будем надавить, мы можем сломать ему реберные дуги, ребру. Поэтому, смотрите, выше пупка, ниже, то есть диафрагмы, немного ниже диафрагмы, мы держим, охватываем человека и сильно то есть надавим на живот пострадавшего, резко изгибая руки в локтях, резко изгибаем руки. Раз сделали, два сделали, человек, то есть ничего не уходит. Сильно надавим. А если человек один рядом, никого нету, ему самому как спастись? О, такая ситуация, да? Нету никого. Никого нету. Не, такси загнал. Смотрите. То есть, в основном, инородное тело, он может, когда человек один, вот, саволи, что-то, зур, кудуш можешь комакнат. Ха, мегалтат. Не, бояд, майн саволтам, чекал, я говорю, мама, я вам, опытный оба, мы пусам, если что, докторой каунтер, мам, еще медик, студент, я спрошу, я вам отвечу. Личка меняется. Так, это сделали. Сильно надавите на живот пострадавшим и резко изгибая руки в локтях. Сайдакма. Да, бумебей. Не? Просто хотел бы демонстрацию показать. Смотрите, вот сначала Акай Улугбек, например, Хурдан, я говорю, Дармон, да? Сначала бьем, да. Реально, у меня военная такая ситуация была, малем халикат. Не получилось. Пусть что мы 5 бор, 6 бор задам, ничего не шут. Да. Смотрите, как делается. Ахай фотка рабян, бад ирам не гокнен. Держим. Вот, реберные дуги. Намечаем ребра. Вот здесь ключица, вот мочевидный отросток. Выше этого. Просто держим. Одной рукой охватываем. Вот. Пусть мы хали хамеша, да, Махсад? Вот так. Они хотели кашвала карам мекрем. Вот. Кашвала мекрем, чтобы зер мекрем. Вот я бура пушташон. Когда мы давим на живот, и вот камтар пушташон на хам мекрем. Все, кажем. Спасибо вам большое. Нет, главное, чтобы вот обхватиться обоими руками и чтобы сильно надавить человека, чтобы вот инородное тело, которое застряло, прям буро дрова. Найся там живоке одам намурат. Я говорю, хали ситуация дидаген. Хонишмо бисёра шудам ешдас. Да. Вот такие ситуации бывают. Во время попёрхивания. Шкамаша дошта задаги будан, на? Баъзе пушташмо мезана ки мебурад қанд, ё чизе дар кора, ай пушт мебурад уже айвай. Демонстрацию показали. Базовое наказание первой помощи. Помощь при попёрхивании. Ах, да. Пока я не забыл, Апаня все сказала, что это. Смотрите. Кудаки майдара, а? Если инами курой карденку, если человек нашут, он не пришел в себя, йоки уже дарму, уже чхелки да якум дуем гуфта будам, начинаем искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца. Может, человек просто потерял сознание, и в результате этого у него остановка сердца была, или воздух надрума. А в итоге вот та еда, она куда девается? Та еда? Если он уже потерял сознание, она уже ушла внутрь? Агар вайк бро вардемку на бромар. В основном он идет в дыхательные пути. Вайба уже... До этого мы уже позвали скорую, если ты заметил. Мы сразу позовем скорую в таком случае. Поэтому, нет, скорая придет. Пока до скорой... Думайте правильно. До скорой помощи вы оказываете, то есть до врачебной медицинскую помощь, до врачебную, пока они, на самом деле, вот, специалисты не пришли. Вахти кемебион, вы сразу уже дар мужчин реанимация сармекнан. Агар, если такой кейс был, насчет дарства гуфтаги будем,
5-10 минут دیگه چرا نقد میکنم Скоро нам в начале пожрать. Все еще не приехала. все еще не приехала, да? Там ситуация. Дыхательные пути, когда вот то, что инородное тело уже попадает в дыхательные пути, наша основная цель, как не специалист, мы только можем ему, то есть машать сердце или вот помочь ему, чтобы искусственную вентиляцию легких делать. А так, в простой ситуации, мы наметонем операцию кунем, йоки, ягон дарунем, йоки, бурем, ягон коркунем, мы чисто гирем. Уже там делается в больнице. Такая ситуация была, бачай майда, худаки майда. Чамбур больница муроджат мекнат. Приходит в больницу, каждый раз у него хали нафасгири танг мешает, да, у него часто вот такое бывает. Мы бьет доктору нигоме к нам, то есть видят, что у человека он просто нафастан до рухора мен нависан. Ман агар хали полностью медицинский терминашки гумагар, камтар муфахмо мешает. До рухора мен нависан жавоб метян. Мақсад соз мешает, амира хурат соз мешает негун. Хай очаш кашиш гирифта мерад. Бади чан ха уже бачата состояние хуже, у него состояние становится хуже. Уже через скорую они вызывают. Когда вот именно вот этот, который врачи приняли, вот опять принимают этого мальчика, то есть мальчика, его отправляют уже на рентген, чтобы посмотреть, что на самом деле происходит. Там в рентгене все видно, да, когда рентген мебинен, бисуркасидаген, что там находится. Под мебинаки бача кубик, рубик, лего хаску, ему лего глотать, и вот этот лего, он попал просто в бронхи, и оно осталось вот там. Вот в таких ситуациях просто бача кудаки майдак, барой ми мехрат, бронхоба рафта дарме мунад, нафас кашиш қин мешад. Барой ми советую, у кого есть дети, кто мхечи закура вайна кнаки, мехран, веза беша. Да. Самое главное, как вызвать скорую. Як се до себе занг мезанем. Когда номер набашат, як се до себе занг мезанем, вызываем скорую. До приезда скорую, по-моему, некоторые узнали, как оказать, то есть базовый навык оказания первой помощи. Вот самое главное, чтобы не попасть вот в эту ситуацию, чтобы панику. Вы должны психологически быть подготовленными к этой ситуации. Что я смогу, что если я смогу спасти одного жизнь человека, как же это прекрасно, когда ты спасаешь жизнь, кто-то благодарен тебе взамен это. Это самое главное. Быть психологически подготовленным вот в таких ситуациях. Будьте готовы, вот лучший девиз на случай внезапной угрозы, когда человеку становится плохо. Всегда будьте готовы. Если в данном месте нет врачей, то есть пошел поход, там уже 5-6 километров по Да. расстоянии машины, дороги, ты уже в горах. Там нет врачей. В этом ситуации что ты будешь? Вот в этом ситуации мы же прошли презентацию, что как оказывать первую помощь. Думаю, в поход, естественно, в круге есть кто-нибудь эти. Самое главное знать базовые навыки оказания первой помощи, а уже самые основные уже доктора походан да. Искандар куёк ягон ҷо рафтед. Ҳамин шумо худтон чизе ки ӯзивай кардем, камтар ёд гирад, можете помочь человеку в этом ситуации, он может пойти. Если уже это серьезно, от неспециалиста больше ничего не требуется. Акай Насим, в следующий раз, походу, обязательно нужно ходить с врачом. Это на помощь, да? Чтобы я к врачам, а вах больше нам ходить. Хорошо. Смотрите, вот еще один нюанс, который вы помогаете человеку. На этом все. В случае, если вы неправильно оказываете помощь человеку, вы сами можете быть, то есть можете стать виновником его смерти. Так что, кроме этой презентации, еще почитайте для себя. То есть, будьте готовы, вот лучший девиз на случай внезапной угрозы. На этом, по-моему, все. Да, я закончил. Спасибо за внимание, спасибо, что присутствовали.